Народ кочевой был в свое время, вот, цыгане, как говорится. Но в 1956 году Никита Сергеевич такой указ издал, ну не только там по цыганам, а о людях, не имевших места проживания, ну то есть прописки и прочие, паспортов. Вот. Это было как раз июль 1956 года. Мы еще кочевали, потом мы в 1957 приехали сюда, были огромные льготы для людей, не имеющих определенного места жительства, вот если правильно сказать. Вот, поэтому нам дали место, старый поселок был, я не знаю, вы, наверное, не помните, не знаете, это лесозавод, Заводская улица, вот не лесозавод, а Заводская улица, дали там дом, значит, с одной стороны там другие люди жили на немецкой национальности, а мы с одной, ну большой такой барак, в общем, был. Потом в 1958 году мы переехали в Вильгард, купили дом, потому что там все-таки было сельское хозяйство очень сильно развито, а у нас там свой скот был, я имею в виду лошади, коровы, прочее, поэтому переехали туда, купили дом. Вот, и пошел я там в школу, как раз начал тут сначала, учился в 13-й школе, вот, что сгорело, знаете, да, раньше на школа была по тем временам. Потом я уже во 2-й класс перешел в Вильгард, там учился, потом я, в общем-то, ну, поступил в техникум Совет торговли, это было давно, вот. Потом я начал заниматься боксом сам. В общем-то, родители, ну, правда, уже не работали, потому что ни мать, ни отец. Ну, были свои, так сказать, как сейчас говорят, свое личное подсобное хозяйство. Ну, в смысле, скотина. Поэтому за счет этого мы жили. Ну, сдавали тоже, отец сдавал мясо там, если прочее. В общем, вот такая история. Ну, и много цыган там жило у нас, очень много. Где-то по тем временам в Вильгарде проживало, если память меня не изменяет, это где-то порядка под 500 человек. Вот, то есть, ну, кто и держал там и прочее. Мне предложили зарегистрировать. Я официально зарегистрировал в Минюсте, ну, все как все официально. Но потом стали и другие национальности, другие автономии, там и Грузия, Армения, ну, все потом стали. Еврейская национальная, кстати, автономия была тогда как раз тоже. Но это уже попозже стало. Поэтому я очень этому обрадовался, что все-таки национальных вопросов здесь не возникало и не возникает, в Республике Коми, я имею в виду. Потому что я знаю, вот когда на конференции встречаюсь в Москве, встречался, очень сильно были гонения, конечно. Ну, не в прямом смысле, как вот гонения там физические и прочее, но было, конечно, отношение какое-то, ну, не такое, так сказать, неадекватное. У нас вот сегодня в республике насчитывается это порядка 320-350 человек по всей республике. Вот, поэтому разъехались, ну, кто в Киров, кто в Котлас, вот таким к родственникам, то прочее, вот такое. Стариков практически не осталось, вот, но все-таки молодежь осталась, ну, тоже учатся, работают, в общем-то, не хочу сказать, чтобы, как сказать, чтобы что-то нарушают они, ну, бывает, то нарушают, тот и отвечает, что там говорить, понятно, но в целом, в общем, все так, что все нормально, поэтому я горжусь, так сказать, что я цыган, и что мои родственники здесь, я имею в виду, и соотечественники, поэтому вот немножко так. У меня отец, в общем-то, так будем говорить, он как неофициально был тоже как руководитель. Ну, у нас нет такого понятия. Вот сейчас часто говорят там барон, прочее, это понятие вообще у нас нету такого. У нас есть старший человек, которого уважают, который, так сказать, адекватный человек, которого, ну, как-то приближает людей к себе. У меня отец еще этим вопросом, ну, потому что все вопросы обращались к нему. И на уровне там районной администрации и прочее. Ну, а потом, не знаю, наследство это не наследство, но вот это пришло ко мне. Ну, и опять уже потом, да, я начал заниматься там боксом, закончил техникум, поступил в финансово-экономический институт, я закончил. Я всю жизнь работал в торговле, всю жизнь, это порядка 43 лет. У меня стаж большой в торговле. Но вот эти, у нас нет такого как-то разногласий среди цыган. Если он старший, ему это никогда не забывается, вот старшинство людей. Ну и относятся ко мне так же, как и было раньше к отцу. Относились то поколение, которых уже сегодня нету людей тех, живых я имею в виду.
Вот, поэтому у нас нет таких пререканий, недоразумений каких-то. У нас такого нет. Если что-то касается, ну, были инциденты такие, которые тут нарушались, ну, наверное, что занимались люди не той торговлей. Я собирал их и сказал, что, ребятки, еще раз я увижу, все, я буду выгонять из республики вас всех. Ну, и одного, правда, было такое, я изгнал, он не подчинялся, ну, такой был парень, так сказать, немножко неадекватный, брал на себя столько, сколько он не мог нести. Ну, а я все-таки мастер спорта по боксу, я не говорю, что там физически я хвоздил, я ему сказал так, с завтрашнего дня тебя здесь не будет, имей в виду. Он уехал, правда, но сейчас его нету, по-моему, даже и в живых. А так, в целом, все нормально. Я очень рад, что за свою национальность, за своих сородичей, которые живут здесь, я очень рад. Да, конечно, вы что, это уже давно не было, это давно, это уже забыли. Что это очень, это уже все. А тем более сейчас молодежь, она вообще этого понятия, некоторые вообще этого не знали даже. Это я еще застал там года, ну, мне было как раз в том году 9 лет, поэтому я там еще до 9 лет еще знал кочевую жизнь. А кто младше, они вообще не знали никто об этом. Ну, во-первых, я сам занимался, я вам сказал, и меня тут ребята избрали тренера президента, потому что, ну, так сказать, не хочу на себя тащить одеяло, но у меня были связи и в Федерации бокса России, ну и тут, в общем-то, знал и руководители, и прочее. То есть относились и ко мне, и я относился по-человечески. Спорт надо знать не понаслышке, а как-то входить в него, чтобы знать ситуацию, какие вопросы и что и как решать их. Ну вот уже я порядка 13-14 лет являюсь в Федерации, поэтому у нас проходило с 2012 года, если помните, 1912 у нас был чемпионат России по боксу. Потом был первенство России. Тоже по боксу среди молодежи. И Кубок России по женщинам. У нас где-то порядка сегодня в республике занимается где-то порядка 2600-2800 человек детей. Особенно малышей сейчас стало больше ходить. Но я всегда это и говорю, чем заниматься какими-то другими, так сказать, делами, лучше заниматься спортом, конечно. Я всегда это, ну, я не только бокс имею в виду, хотя люди, кто-то и другими видами спорта. Вот, например, у меня правнук, я его в бокс тащу, а он не хочет. Нет, говорит, я пойду, дед, в футбол играть. Он в футбол сейчас пошел, ему 8 лет, правда, будет скоро. Ну вот, а второй праздник заниматься боксом. Так что вот, у меня брат кандидат в мастера по боксу, мой родной. Вот, поэтому, ну, как-то не знаю. В общем-то, бокс у нас, слава богу, что не на последнем месте среди Федерации Российской Федерации. Я имею в виду Федерации России. Не приукрашиваю, это вторая моя родина. Хотя родился в Архангельской области, город Онега, но мы кочевали всегда по Коми. Мы кочевали вот Удара, там прочее, вот все по республике Коми, до Кирова. В Кирове тоже не бывали. Поэтому это у меня как вторая родина. Я знаю язык, это доскональный коми-язык я знаю. Начинал с Вильгарта, а там ведь в то время практически по-русски никто не говорил. Это же сельское поселение было. Поэтому все говорили только по коми. Вот там я и научился. У нас, кстати, много цыган говорят по коми. Ну, есть некоторые понимают, но не все разговаривают. То есть не все умеют говорить. Но большинство количества умеет разговаривать по коми. Народ у нас совсем другой, понимаете. Насколько езжу по регионам и на чемпионатах России, там, в Северо-Западе. Ну, конечно, это вникаю вглубь их действий и прочее. Но насколько я вот ощущаю и разговариваю с ребятами, как-то совсем другие понятия. Не знаю, у нас как-то, не знаю, все как-то по-братски, знаете, по-доброму. Я, например, во всяком случае, я не встречал. И вот мои там тренера, ученики по боксу, которые ребята учат, все нормально, все у всех хорошее настроение. Ну, правда, покидают республику. Конечно, очень жаль. Ну, что сделаешь? Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Может, они считают, что там лучше. Вот я знаю многих, вот с Максаковки уезжали, и все обратно вернулись. Ну, не все, правда, но много. Потому что, не знаю, мы, говорит, тут уже привыкли, нам, говорит, как-то чуждо там. Людей никого не знаешь, ничего ты не знаешь. Вот сегодня действительно приехать в другой республику, что будешь делать, никого не знаешь.
Ну вот не знаю, я, например, никогда не собирался и не собираюсь куда уезжать. Никогда. Хотя у меня там были предложения, что там в Москву там хотели устроить. Я говорю, нет, ребят. Коми для меня это родина вторая, поэтому никуда.